зрители, этот выпуск вы увидите чуть позже, но в данный момент, сегодня у нас 31 августа, 28-я годовщина независимости Кыргызстана, с чем я вас всех поздравляю, а также поздравляю наших гостей, уважаемых политологов Эдиля Осмонбетова и Эмиля Джураева. Добрый день, дорогие друзья. Праздник, конечно, это не повод, чтобы нам не говорить о серьезных, может быть, даже тяжелых каких-то вещах, потому что День независимости всегда нам дает какую-то уверенность в завтрашний день, верить в лучшее, в позитив. Но причин для беспокойства тоже много. И сегодня мы собрались в преддверии такой символической даты, потому что 1 сентября это не только начало Нового года, но это по традиции начало у журналистов нового информационного сезона, у политиков и общественных активистов. Конечно, это сезон нового политического года. Хотя мы чуть-чуть, наверное, нарушили стереотипы. Лето у нас в этом году было горячее. Никогда, по-моему, настолько оно не было напряженным, богатым на события. Но как бы ни было, все это очень дает богатую пищу для экспертных политологических рассуждений. И вот смотрите, как получилось очень даже как-то символично. Бывший президент Алмазбек Атамбаев находится под арестом, еще образно говоря, вчера находившийся в местах лишения свободы лидер партии Атамекен Эмирбек Текебаев почти на свободе. Первый вопрос: каким образом эти два фактора повлияют на течение политического процесса и что нам следует ожидать? Грубо говоря, будет ли осень такой же горячей, каким оказалось лето? Эдиль, давайте с вас начнем. Да, спасибо, вы с праздником, тоже поздравить. Это День независимости, самый главный праздник в стране, в Кыргызстане, потому что если мы суверенное государство, то это очень много вещей говорит о том, что у нас есть будущее. То, что вы задали такой большой вопрос, я думаю, что вы правы в том плане, что в Кыргызстане политика очень динамична, она непредсказуема, и многие теории, даже политические какие-то, они не вписываются в те рамки, в те теории, которые есть. И Кыргызстан на протяжении 28 лет своей независимости, он демонстрировал себе, что мы страна политических инноваций, мы страна политического, можно назвать даже политический центр Центральной Азии, мы драйвер в отношении политических. Потому что многие процессы, которые проходят сейчас у наших соседей, такие как политический транзит в Казахстане, в Узбекистане, в других странах, они, безусловно, есть сильное влияние Кыргызстана за 28 лет, две революции, те события, которые есть. И здесь я имею в виду, что в этом отношении Кыргызстан, наверное, на 20-30 лет вперед ушел именно в политическое, как реформатор, как поиск кыргызской политической модели, как инновации. И, безусловно, мы здесь, мне кажется, находимся в геополитических циклах с Арменией, Грузией, Украиной, то есть, хотя географически мы находимся в Центральной Азии. И второе, это то, что все-таки, вы тоже правильно сказали, обычно в Кыргызстане цикл летом происходило такое естественное, затишье, люди отдыхали, парламент уходил в отпуск, то есть какой бы активной такой политической жизни не было. Но это правило где-то изменилось примерно с 2017 года, особенно активно это было видно в 2018, а 2019 это был пик, особенно август месяц начала. Это говорит о том, что тот цикл, который начался в 2017 году, большой политический, он завершился. И вот 7-8 августа 2019 года она завершила цикл, и мы вступили в совершенно новую сейчас фазу своего развития политического. Есть разные оценки.
Но, безусловно, арест бывшего президента, плюс вот сейчас по домашнему аресту, да, находится Текебаев, вышел, да, вот он, не надо забывать, что он тоже большой политический деятель, да, и как наиболее тяжелый политический тяжеловес, который 28 лет формировавший фактически эту политическую систему, он имеет большой опыт. Ну и, конечно, приезд Бабанова то же самое, поэтому они являются довольно большими политическими драйверами. Но есть один момент, да, какой плане, в том плане, что почему вот события начала августа это завершение цикла. Потому что, ну, те процессы, которые мы активно наблюдали последние особенно полгода, когда должна была сформироваться какая-то оппозиция политическая сильная, аргументы, те все вещи, которые мы наблюдали, и все ждали, говорят, ну, почему так происходит? Или у власти недостаточно силы, или населения. Но мы видим, что этот процесс, который, может быть, в какой-то мере даже блефовался, в политическом смысле он как бы немножко преувеличивался, потому что есть медийная поддержка, информационная, гибридные войны, да, там это все влияло. И мы увидели, что в конце концов, когда этот процесс завершился, что сейчас практически на политическом ландшафте нет такой политической силы, ни с оппозицией, ни каких-то новых политических сил, которые, может быть, только пробуют. И, конечно же, сейчас для них появилось окно возможностей большое до выборов 2020 года. И я думаю, осень это вот, она как раз покажет, почему. Во-первых, должны завершиться полные правила игры парламента, потому что мы знаем о том, что было принято решение, что за год до выборов партии, которые участвуют, они должны знать четкие правила, которые есть. Часть из них введены, там 30% квота, 6 месяцев партия. За 6 месяцев до начала выборов не можешь создавать партию. То есть такие условия. Но в Кыргызстане обычно все политические события начинались с нескольких вещей. Одна из них это ты должен признавать парламентские результаты выборов. Да? Если правила будут для всех понятны, и после выборов партия, которая не пройдет, и она заявит о том, что были честные, прозрачные и все, то не будет возникать этого тренда. И сейчас окно открылось возможности для того, чтобы власть могла проводить реформы. Она может сформировать новый политический ландшафт. И сейчас нет такой политической силы, которая бы могла бы сдерживать реформы, возможности для того, чтобы те предвыборные обещания или какие-то действенные шаги по реформе, их нет. Ну, здесь мы можем привести пример Украины, когда вот Зеленский 29 августа полностью сформировал, да, впервые в истории Украины, он и президентская партия «Слуга народа», и парламент контролирует, и правительство его полностью. То есть в этом отношении в Кыргызстане какая-то такая близкая ситуация, потому что другим политическим силам сейчас очень будет сложно формировать. И не надо забывать, что в принципе сейчас больше всех лидеров политических, они будут нацелены на выборы 2020 года, потому что это главная цель. И говорить уже как бы о вот тех событиях, которые были летом, уже, ну, это уже вопрос чисто политологических, там, юридических, каких-то расследований или обсуждений, выводов. А все-таки главная цель это именно выборы 2020 года осенью будет. И мы уже видим, что новые политические силы, молодые, и все они уже начинают как бы активно включаться в этот процесс. Вот вы очень, кстати, вспомнили про парламентские выборы следующего года. В этой связи я хотел вам задать вопрос, вот, отталкиваясь от того, что сказал Эдиль. Эдиль, вы сказали, что правила игры будут известны, да? Это понятно. До октября месяца все планируемые изменения, они должны быть уже внесены. У политических сил будет понятная ситуация, на что им нацеливаться, как планировать свою деятельность. Но для партии кандидатов ведь важно будет очень не просто технические условия, а очень много будет зависеть от персоналей. То есть кто будет представлять эти партии, кто будут их хедлайнерами, да, спикерами. В этой связи у меня очень интересная такая параллель возникла. Мы по традиции ожидаем, что должна прийти сильная пропрезидентская фракция. Многие уже гадают, на какую партию пойдет выбор, но возможно там будет даже комплекс партий, да, основная, сателлиты. Но вот что интересно, давайте вспомним 17-й год, когда мы узнали имя основного кандидата от власти за месяц до регистрации списков.
с 4%, которые в конце концов обратились в победные 52 или 56, это уже не важно. 54, да. И именно не повторится ли такая ситуация, когда, скажем так, лидирующая фракция, она будет создана буквально в последний момент и просто за счет, может быть, даже не хорошего, но такого агрессивного, тотального пиара, ну, мы живем в Кыргызстане, возможно, и с применением ресурсов, пройдет Джуркиниш. Что я вот вкладываю подтекст моего вопроса? Не означает ли это, что широкие общественные силы, электорат, он каким-то образом на наших глазах создается механизм его какого-то отсечения? То есть когда нет практически шансов у политических стартапов, у новых молодых партий. Да, у нас на самом деле уже несколько циклов выборов, парламентских выборов мы наблюдаем на самом деле, что действительно новые, действительно молодые, скажем, политические формирования, партии не совсем-то удачно выступают, разве что когда они поддерживаемы властью. И я бы отошел к тому, что Эдиль Ваге чуть раньше сказал, что у нас на самом деле несколько трудновато предугадывать, что может произойти. У политологов, особенно когда я преподаю, я студентам говорю, политология как наука, она в принципе предугадывать что-то не совсем приспособлена. Мы больше можем говорить о том, что прошло, о том, что можно, мы наблюдали. И в этом смысле, мне кажется, очень важно проанализировать то, что происходило последний год-два. И вот у нас День независимости сегодня, это, естественно, самый большой государственный праздник для государства независимого. В то же время, мне кажется, сегодня мы подошли к этому празднику как бы путем довольно серьезных потрясений, серьезных испытаний. До начала этого августа вообще стоял вопрос, как государство, способен ли Кыргызстан отстоять законные основания, законные институты власти в этой стране. И то, что происходило в Койташе до 7-8 августа, это в какой-то степени походило на не совсем правовое формирование, не совсем правовое государство, когда отдельный человек, пусть даже экс-президент, просто решил, что он не будет подчиняться требованиям легитимных законных властей. Пусть это будет оспариваемое требование, пусть это будет на самом деле не совсем то, с чем он мог бы согласиться, да? Но тем не менее это через парламент все подтвержденное, законным образом приведенное решение. Да. И он решил, он не будет подчиняться, и механизм того, как он собирался не подчиняться, просто окопаться у себя дома. Это было не совсем... Не хватило какой-то гибкости, наверное, да? Абсолютно. И гибкости, и вообще оно протестировало, насколько состоятельна государственная власть в Кыргызстане для того, чтобы привести в действие, в исполнение своих же решений. Касательно довольно вроде бы небольшого вопроса, просто привести одного человека в институты расследования. И сегодня, мне кажется, в какой-то степени мы стабилизировались, как государство, как способны реализовать свои требования. И на сегодня, смотря на будущее и исходя из того, что происходило последние 2 года, мне кажется, к сожалению, у нынешней власти, у президента Жээнбекова, сложился такой режим не столько на реформаторство, сколько на поддержание стабильности, которая обеспечивает жизнеспособность власти, избранной народом. И вот я боюсь загадывать, насколько вообще есть потенциал на реформы. Теперь, когда самые важные вызовы вроде бы уже разрешены, мне кажется, я боюсь, как бы без вот этой
противодействие, которое исходило со стороны сторонников Атамбаева, его партии и так далее, как бы власть совсем не ушла как бы в силовые методы борьбы и установления стабильности своей власти путем привлечения всех и вся к ответственности на не совсем, возможно, понятных основаниях. Хочется, чтобы на самом деле все поняли, что время созидать, время какие-то реформы реализовать на самом деле подошло, и общество уже давно ждет таких созидательных, конструктивных действий. И в этом отношении есть одна надежда, что не совсем у нас поле зачищено, и как раз таки вот тот факт, что Бомбек Тегебаев вышел из заключения, он, естественно, до какого-то времени будет занят своими судебными вопросами, но если на самом деле суд пойдет на справедливый новый пересмотр дела, там, в принципе, нечего особо и развлекать, там сразу все должно развалиться во втором чтении, пересмотре этого дела. И тогда появится некая конструктивная конкурентность в политической жизни нашей. И начиная с этой осени, я бы полагал, что и будь то Атамекен с Тегебаевым, будь то, возможно, какая-то часть республики, если Бабанов будет в состоянии еще активность проявлять в политической жизни, власть будет как бы подтолкнута к тому, чтобы какие-то реформы уже запускать. Говорить просто, мы реформируем судебную власть, мы реформируем там правоохранительные органы и так далее. На словах это мы слышали лет 10 как минимум. Но как именно это делать? Более узко направленные планы реформы, их, к сожалению, пока не видно. И если мы сейчас с 1 сентября, как только парламент обратно соберется, вплотную займемся подготовкой к выборам, то, опять же, возможно, по-настоящему планы реформы, которые, естественно, потребуют какие-то жертвы политические. Нужно будет идти, возможно, какие-то непопулярные шаги. Возможно, под влиянием предвыборного чувства никто не захочет туда идти. Просто будут заниматься созиданием партий, там, слиянием или размежеванием. Тем более перед парламентским выбором. Да, тогда нас опять может завести не совсем в правильное русло, в трясину политическую. Вот этого не хотелось бы наблюдать в ближайшее время. А так, мне кажется, в политическом плане, в плане выборов, остается не совсем понятно, куда пойдут те, которые сейчас, политические силы, которые сейчас поддерживают власть. Разные слухи мы не будем затрагивать, но разные партии называются, с кем они собираются сотрудничать, но было бы не совсем хорошо, если опять, как уже в энный раз в нашей истории недавней, появилась новая какая-то партия, которая за 2 месяца там сформируется. Проект какой-то, и за очень короткое время опять победит большинство. И тогда все поймут, это не будет победой, на самом деле, это будет просто протолкнутой, как бы, безальтернативной, так сказать, альтернативой для избирателей. Хотелось бы, чтобы партии, на самом деле, сформировавшиеся за прошлые годы с опытом, могли в открытом поле соревноваться между собой. И что случится с партией социал-демократов, в этом смысле будет очень интересно. До поры до времени, пока Атамбаев был еще активен, все еще оставался вопрос, будет ли эта партия разделена и будет идти как под 2 флагами. А сейчас не совсем ясно, насколько те, которые были рядом с Атамбаевым, готовы соревноваться и состязаться в выборах без главного их лидера, вдохновителя. И непонятно, что будет с теми депутатами во фракции от СДПГ, которые совершенно как бы откололись от организации Атамбаева. И кажется, вот, с одной стороны, в каком-то смысле, возможно, мы вперед ушли от соседей, в созидании политической конкурентности, институтов конкуренции. Но с другой стороны, такое ощущение, что мы можем опять же застрять в таком болоте, которое никуда не ведет, которое опять как бы повторит тот же цикл, который происходил, скажем, в 2007 году или в 2010 году.
Мне кажется, довольно тревожные вещи. Я понял, спасибо большое. Эмиль, вот я из ваших слов для себя подчеркнул вот, мысль, ну, которую, возможно, там, ну, сам переформулирую, что, к сожалению, власть у нас сейчас не выступает застрельщиком, инициатором реформ. Да? Если я вас правильно понял, она пойдет на реформаторские шаги под определенным давлением. Да? Мы знаем, основной заказчик реформ у нас это народ. Он давно этого ждет, он нуждается, крайне нуждается в этом. Но, к сожалению, народу очень трудно сформулировать и донести четкие посылы, потому что он разнообразен, да, как бы, там еще и кризис лидерства среди общественных организаций и гражданских лидеров, поэтому получается, что эта возможность есть у политической оппозиции, конструктивной, системной оппозиции. Вот в этом смысле вопрос к вам, вы вспоминали, Эмиль вспомнил Текебаева и Бабанова. Вы тоже об этом говорили, как бы два основных кандидата пока, да, на то, чтобы возглавить оппозиционное крыло, оппозиционный фронт, вернее, и толкать власть на реформы, да, чтобы она показывала какие-то реальные шаги. Но там достаточно все сложно, потому что мы не знаем, какие планы у власти на окончательное разрешение судебного дела Текебаева, это раз. По Бабанову тоже все очень туманно, потому что он сейчас проходит свидетелем по 8 уголовным делам, публично обещали не возвращаться в политику, поэтому может все-таки оказаться гипотетически так, что они оба будут все-таки исключены из игры. В этом смысле, как вы считаете, вот кто из вот этой средней по возрасту генерации политиков, многие из которых, кстати, сидят в Джоркинеше, некоторые из них руководят фракциями, ну, допустим, да, там, тот же Бахту Төребаев, к примеру, Алтынбек Сулайманов, да, вот где-то можно уже Джанара Акаева называть, хотя он статусно, может быть, еще и не стоит вровень с лидерами фракции, но он достаточно амбиций, и самое главное, есть у народа ожидания очень большие. Но я, опять-таки, фамилии привел так. Ну, понятно. Например, вы как считаете, кто у нас смог бы вот взвалить на себя эту тяжелую ношу оппозиционности? Ну вот вы вначале правильно сказали насчет того, что вот все-таки люди должны быть, а изменения происходят в жизни человека тогда, когда человек к этому готов. Я не думаю, что полностью политическое общество готово к изменениям, потому что реформа имеет свою цену. И кто-то за эту реформу должен заплатить. В свое время в Грузии Саакашвили заплатил, да. Он покинул страну, решил. Сейчас мы видим в Армении, когда Пашинян проводит, но особых изменений не происходит. Зеленского сейчас требует. Поэтому это такой вопрос. Конечно же, задача политических партий, а в Кыргызстане парламент формируется по пропорциональной системе, это их задача агрегировать, собирать все эти региональные интересы, все социальные группы, потом это так, фильтровать, определять и выдавать через свои политические программы и действия. К сожалению, у нас политические партии, мне кажется, они не развиваются уже давно, потому что мы даже их политологически не можем поделить, кто из них правый, кто левый, кто центрист. Ну, вот, должны же, если есть бизнесмены, комиссар, должна быть правая партия, которая будет выступать за либеральную экономику, за рыночную, ну вот весь набор. Если есть социалистические партии, там, левого толка, они должны говорить, ребята, ну вот такое понятие, или должны быть центристы. Я никогда не могу понять, когда партия выступает, или в парламенте, или где-то у них название есть, но там непонятно, какой точки зрения. То есть там очень сильно присутствует политическая конъюнктура, в зависимости от той ситуации политической. Если население как-то митинг проводит, или политические партии быстро подстраиваются, говорят, этому они хорошо научились, чтобы сформировать образ. Но такой системной, глубокой, идеологической позиции все-таки мы должны идти за идеи, да, вот, за какие-то идеи, предложенные партиями. Тогда все понятно. И поэтому происходит так, население, само большинство, такова природа человека, он не может сформировать четко на высшем политическом уровне свои запросы. Это делают профессиональные политики,
Какие-то люди, которые занимаются, в мире так устроено. И когда ты идешь на выборы, это понятно. Вторая причина, которая, ну, я думаю, может быть, это будет... Я считаю, у нас в полном смысле политической оппозиции в Кыргызстане нет и никогда не было. Почему? В основном это люди, которые чаще всего были во власти, потом уходят по разным причинам, они переходят в лагерь, становятся оппозицией, действующей власти, мы видели 28 лет этого. Вторая причина, видите как, есть только критика, негативная, и в соцсетях везде. Есть сильное манипулирование общественным мнением, когда все-таки рациональное зерно исчезает. И вторая проблема в том, что все-таки, когда ты выступаешь, говоришь, как политическая оппозиция, в мировой практике есть одно хорошее слово, да, вот, теневой кабинет, вот за 28 лет, да, что такое оппозиция? Ты же тоже был во власти, ты имеешь какие-то взгляды. Если ты видишь, что правительство что-то делает неправильно или парламент, ты должен предлагать альтернативное решение, альтернативную программу. Это вот мы видим в Европе, есть кабинет, теневой кабинет министров, когда кому-то решение, допустим, правительство Великобритании делает, бывший там теневой министр говорит, этот вопрос можно было решить вот так, то есть не постфактум, а в ходе реальной работы. То есть по всем секторам экономики, сельское хозяйство, экономика и все, что есть. К сожалению, я в Кыргызстане никогда этого не слышал. Есть немножко элемент был, касающийся там судебной реформы, там правовой предложения были. Но даже если ты реформировать хочешь правоохранительные органы, госбезопасность, но ты должен четко представить. Поэтому я думаю, вот это тоже вымывается, и поэтому, когда оппозиция выступает, она обычно строит это на негативе, на таком, знаете, вот, а должно быть люди. И вот события 7-8 августа, они сделали одну интересную вещь, вот многие об этом люди говорят. Заметьте, когда все эти события начались, крупных политических сил, оппозиционных, или не было на стороне. То есть не было такой поддержки, которой бы можно было говорить там народной, да, полностью. И две революции показали. А вот 7-8 августа, когда вот, ну, в Бишкеке, помните, на площади здесь были события, это показало очень важную вещь. Многие это оспаривают, но я тоже с этим согласен. Кыргызстан легкими шагами, ну вот, может, первыми такими робкими, но мы формируемся в политическом смысле как нация, в полном смысле этого слова. Это почему? Мы, видите, не регионализм, не социальные группы, не какие-то лозунги, ничего не привело к тому, что сейчас люди все-таки осознают, что революция не всегда это плюс, а революция это всегда завершение процесса, не начало. И второе, они прекрасно понимают, что нужна политическая стабильность, нужно сохранять кыргызскую государственность, нужно иметь такие вещи, которые были. Вот этот запрос, он все-таки вот 7-8 августа показал. Если бы это было бы 10 лет назад или 9 назад, мы бы видели, что было бы совершенно другое как бы, понимание людей. Сейчас вот мы видим, что все-таки вот это люди стали больше в этом смысле политически атомизировались. И на юге, и на севере, во всех регионах. И все-таки у них есть большой запрос, когда они ищут политиков, которые не только выходят из своего региона, а в основном, чтобы идея была, это очень важно. И мне кажется, это робкий шаг он пошел, и это вселяет большой политический оптимизм. А то, что вы говорите осенью, я думаю, все-таки сейчас есть большой запрос, знаете какой? Огромное количество, я думаю, все политические элиты, которые сейчас есть, они как бы, естественно, должны уйти. Должны прийти новые, молодые силы, которые, ну, есть на региональном уровне, которые есть амбиции политические, да? Ну, с этим вашим предложением, по-моему, все согласны. Да, потому что должно быть обновление. Вот вы сейчас посмотрите украинский парламент. Там есть фотограф с пляжа, какой-то ребят. Ну, то есть мы должны увидеть новую возможность. Да, это риск. Политического опыта нету. 35-летний премьер-министр. Но мы должны что-то попробовать новое. И тогда вот эти молодые политические силы, я не имею в виду возрасте, взглядами, но будет другой рост, другая возможность, отрыв. И тогда так, ну, возможность откроется. Вот, в продолжение, да, некоторых вещей. Когда мы говорим, что идей у партии нет, реальных конкурирующих идей, там, видения, идеологических вообще позиций, взглядов нет, на самом деле это очень большая проблема, но она довольно естественная, мне кажется, объяснимая проблема. У нас с самого начала независимости так сложилось, что рациональнее было, выгоднее было для конкурирующих групп, партий, там, блоков и так далее, особо не заморачиваться о каких-то сложных, ценностных, содержательных вещах, программах, аргументах, а больше просто отвечать как бы на том же уровне, на котором идут игру другие. Потому что так легче, так работать быстрее, менее затратно. И в конце концов, из
той же серой среды, которая представлена, скажем, 10 конкурирующими партиями, кто-то выиграет. У кого чуть больше ресурсов, у кого чуть больше там рычагов влияния, тот выиграет. И в такой возможной среде, в открытой среде, зачем, скажем, отдельно взятой условной партии выстраивать свою программу, линию партии десятилетиями, пятилетиями, когда можно за 2 месяца пропиарить и выиграть. И ничего особо как бы не потерять. Да? И это довольно печальная история для нас, потому что как раз таки народ от цикла выборов до выборов, с каждым президентом, с каждым премьером, кабинетом ожидает чего-то нового. Чего-то действительно нового, а не просто повторение той же серии, как Санта-Барбара, одно и то же примерно, с некоторыми акцентами повторяется. Да? И в этой ситуации, вот, когда мы все выражаем этот запрос на обновление элиты, обновление вообще подходов к политике, оно естественным образом, мне кажется, очень трудно ему появиться. Должен быть какой-то центр, который должен пойти на такой решающий радикальный шаг. И чаще всего, к сожалению, у нас эта роль отводится к президенту. Почему я говорю к сожалению? Потому что у президента со своей стороны есть очень много оснований просто не трогать это гнездо, которое уже хорошо отработано, правила для всех известны, и зачем что-то новое изобретать, если можно также продолжать держать свою власть, удерживать. И вот хотелось бы, чтобы у народа, мне кажется, хотя бы должна быть надежда, что кто-то все-таки решится развеять вот установившийся этот режим нашей политики, пойти на серьезное обновление, на какую-то национальную серьезную программу полного переформатирования нашей политики, так чтобы вот те же оппозиционеры, которые вчера были у власти, становятся оппозиционерами чисто потому, что они теперь не у власти, а наоборот, оппозиция имеет за собой какую-то идейную, ценностную, программную составляющую. Вот к этому всему, оно, мне кажется, какая-то серьезная, не знаю, инициатива должна исходить. Да. Серьезного. Если позволите, я вот кратко суммирую вот как раз то, о чем вы сейчас оба сказали, почему у нас не складывается вот эта классическая структура, да, взаимоотношения оппозиции и власти, и чтобы в результате нормального соперничества между ними у нас что-то двигалось, что-то происходило. Да. К сожалению, у нас давно сложилась другая, своя, чисто прилыская конструкция, когда политики забывают о дискуссии открытой, честной, конкурентной, обращенной еще и к электорату в качестве арбитра, а давно просто используют метод торгов политических. Вот почему, собственно говоря, мы вдруг становимся свидетелями каких-то чудовищных с точки зрения логики, да, и политической реальности, там, коалиции большинства, в Джорджине, необъяснимые. Почему вот какие-то события становятся свидетелями событий. Формальные атрибуты есть? Да, новых там участников парламентских выборов, которых вчера никто не знал, а сегодня они побеждают. Вот понятно, что пока наша политика все-таки не внедрится та культура и те законы, которые работают везде, трудно что-то ожидать, трудно ожидать прихода новых лиц, но все-таки иначе мы придем к какой-то стагнации, мягко говоря. Ну, видите, правила игры. Как менять? Есть же фильм. Та же Украина, вы Зеленского чаще нас упоминали за сегодня, с точки зрения оценки, это была безнадежная олигархат, да, с назначенцами президентами, да, которые тоже ничего не меняли, не ворошили этот муравейник. Может быть, просто в силу европейской культуры более выигрышные были в плане представления, пиара. Да?
все-таки там что-то произошло? Ну, сейчас у него после 100 дней он имеет впервые в истории Украины абсолютно все. И он слуга народа президент, и в парламент контролирует, и спикер, и премьер-министр. Теперь он уже не может вообще никому говорить, что оппозиция, как там Порошенко или другие президенты. Да. И это будет очень быстро ясно, через буквально там несколько месяцев, какие будут шаги. Он взял на себя всю политику. Это как бы плюс, потому что часто и в Кыргызстане не хватало. Простите, уточню. Я имел в виду даже не будущее его президентства и реальные достижения. Для нас интересен сам факт его избрания, что была, но, видите, в чем-то была во многом поломана вот эта система. Потому что люди готовы. Лифта. Люди готовы. Вот я сомневаюсь, я часто читаю в соцсетях разных, большинство населения Кыргызстана, все-таки она, с одной стороны, как бы политически активна, уже обсуждает эти темы, но глубинные вещи не понимает. Поэтому запроса такого большого на реформы, на новую политическую тоже нет. И вот это тоже большая проблема. Или вот простой пример возьмите, там всегда четко можно манипулировать общественным мнением. Вот даже на последние полгода митинги, какие-то действия. Часто люди не понимают, где рациональное звено, а где активное. И это все так срабатывает быстро, раз, и результат получается. Но надо же тоже понимать, что есть политические силы, которые четко знают, как это делать, они проверяют. И здесь, мне кажется, еще нужно время какое-то для людей. Но и то, что вы говорите, чтобы новые силы пришли, есть правила игры, фильтры так называемые. Их не должно быть. Тогда есть большой шанс для развития. Но видите, у нас есть такое явление, которое раньше было, когда кто-то, помните, 1200 он продавал свой голос. Ты же продаешь не просто, ты продаешь будущее свое. Да? Твое конституционное право, которое ты там, может быть, жизнь отдавали миллионы в других странах. Поэтому с этого тоже начинается. Поэтому, но в любом случае мне нравится то, что в Кыргызстане, видите, мы не имитируем политическую жизнь. Она у нас яркая, жесткая, динамичная, мы ничего не скрываем. И вот это позволяет нам все-таки найти потом впоследствии кыргызскую свою модель развития. В соседях наших это полная идет политическая агитация. Выборного процесса всего. Там даже политический транзит непонятно проходит. Как? И вроде они говорят те же фразы, но это не так. Поэтому я думаю, что у нас есть хороший плюс большой. Это очень, конечно, определит. Но у нас есть большой шанс, что мы в 2020 выйдем, потому что 2020 год в какой-то мере будет определяющим для Кыргызстана. Какой будет парламент сформирован. Если парламент будет сформирован нормально, иногда достаточно 20% нормальных таких новых сил, которые умеют представить, хорошо бороться, пока они могут сделать шаг вперед. Тем более при современных информационных возможностях, такие, знаете, как то, что называется лидеры мнений. Они тоже могут создать, потому что политика же такая вещь, если они видят, что он лидер мнения, он умеет работать с населением, может представить свои идеи и на политическом, и на всех уровнях, то, конечно, с ним будут считаться. Все-таки власть на постсоветском построена по всем образом. Они видят твои возможности, ресурсы. Если они видят, что ты можешь собрать там, 10 тысяч человек, да, они говорят, будем разговаривать. Если ты не можешь, вплоть до таких простых вещей, дальше идет. И второе, это, конечно, молодежь, потому что сейчас молодежь, она немножко другая. И мы видели даже в Кыргызстане, бывшим политическим лидерам, которые считали себя лидером мнения, они не дают микрофон. Они их даже не слушают, для них даже не авторитет. Это такие мы видели явления. Да. Кстати, вы помните блог в разделе «Мнение Акипресса. Африканский синдром», да, где была описана зависимость изменения общества от примерно рассчитанного времени от прихода новых генераций. Там на опыте африканских стран после долгого периода этих диктатур военных постепенно они начинают уже развиваться. Мы уже как раньше не можем себе позволить, что в Африке хуже. К сожалению, в Африке по многим параметрам лучше становится, чем у нас. К счастью для них. Срок этот оказывается. Он научный, его нельзя четко так применять. 30 лет. Мы практически подходим. Да, у нескольких успешно развивающихся сейчас стран, на самом деле, была предыстория, которая была очень сильно автократическая, чего в Кыргызстане не было. То есть в какой-то степени, возможно, у нас та свобода, которую мы все-таки сохраняли большинство времени, эти 28 лет, мне кажется,
возможно, является тем балластом, который сдерживает нас от радикальных шагов вперед, возможно. Но это как бы не обязательно плохо. Я вот в предыдущей своей фразе, к сожалению, много как бы сказал, что, возможно, нам не светит в ближайшее время что-то сильно конструктивное и новое, потому что как бы цена победы гораздо ниже, и победу можно легче достичь. Но, тем не менее, мне кажется, все равно у меня есть какая-то надежда, и надежда в том, что как бы, когда у народа, который уже реально как бы насытился тем как бы стагнацией, топтанием в одном месте, коррупция повсеместно и так далее. Мне кажется, у народа есть какая-то жажда, запрос к чему-то содержательно новому. И в этом плане, мне кажется, до 2020 года, до выборов, все-таки еще есть окно возможности, есть время для предложения, для сформирования сначала и команды, и идей программных видений, а потом предложения этого народу. И тогда это будет делом больше эффективной артикуляции, выражения новых идей и донесения их до электората, до общества. У нас с этим очень плохо, на самом деле. У нас политики не умеют общаться с народом. У нас политики в основном просто одни и те же слова, одни и те же увещевания, что, мол, заживем хорошо, только изберите меня. Но если за минусом того, что можно купить голоса, если будем надеяться, что люди все-таки, большинство людей откажутся от этой практики, даже если возьмут деньги, то проголосуют по-своему, как сердцем нам советовали однажды уже. И тогда, будь то тот же, скажем, раньше вы назвали Джанана Акаева, или, есть ряд некоторых молодых политиков, которые все-таки еще имеют хоть какой-то капитал, потенциал, капитал доверия. У нас очень легко потерять это доверие, но все-таки еще сохранять у некоторых людей. Они могли бы на самом деле предложить что-то качественно новое, чтобы люди все-таки посмотрели, обратили внимание, что это нечто не совсем привычное, то, что мы видели все эти несколько циклов выборов. И тогда, мне кажется, появится какой-то толчок и самой власти заняться вот таким же конструктивным, созидательным делом и всем остальным. И, то есть не обязательно нам проходить, и опять же, через какое-то потрясение, революцию и так далее. В случае с Зеленским, мне кажется, на Украине примерно то же самое происходило. Единственное, что всех удивило, то, что Зеленский вообще-то особо и идей-то не предлагал. Просто выбрали Зеленского, потому что он альтернативный, да? Потому что он новый. В нашем случае, мне кажется, особенно в той ситуации, когда у нас власть еще довольно в силе и так далее, мне кажется, нужно больше, чем Зеленский, больше, чем просто имя новое, конкретно какие-то идеи. И эти идеи должны строиться не на том, чтобы прошлых всех привести к справедливости, разбираться обратно в прошлом своем грязном белье, а на идеи, которые направлены на будущее, реальные идеи, реализуемость которых народ сможет воочию увидеть. И тогда, мне кажется, есть какая-то возможность для обновления. А дальше, что очень важно, у нас чаще всего же мы говорим о выборах, о подготовке к выборам, а дальше что мы забываем. На следующий день после выборов взяли мандат, а потом получается то, что у нас сейчас случилось с СДПК. Да? Провели выборы, а теперь совсем другая партия. Фракция занимается совершенно не тем, чем она обещала заниматься. И поэтому, если создастся такая группа, партия, лидер, плеяда лидеров, она должна еще задумываться о том, что дальше будет. Мы выиграем, и дальше что будем делать. Как это будет реализовывать, то, что мы обещали народу. Это тоже, мне кажется, очень важный вопрос. И в этом всем, если вот это создастся, это как раз таки является тем, что мы называем политической партией. Спасибо вам, уважаемые друзья. Дорогие зрители, мы с вами прощаемся. Много, конечно, было высказано разных оценок, идей, ожиданий.
Но если вот все это суммировать, придется ограничиться вот той банальной констатацией, что каждый народ заслуживает своего правительства, да, власти. Если мы хотим, чтобы власть была ответственной, эффективной, результативной, ну, значит, надо как-то спрашивать это, да? Не раз в 10 лет или раз в 5 лет выходить на площадь и вот в гневе сметать все, потому что это тупиковый путь. Это можно попасть в бесконечный день сурка. А качественные изменения это возможно пройти, когда уже качественная политика, в том числе и гражданская, общественная, с той точки зрения, чтобы был диалог, обратная связь и с правительством, и с командой президента, а самое главное с парламентскими партиями. Поэтому уже сейчас, за год, уже надо у нынешних депутатов спрашивать, что они сделали, да, как-то требовать какого-то отчета, а у тех, кто будет штурмовать, дергать в хорошем смысле, да, интересоваться их программой, быть настойчивее, требовательнее. А, как Едиль, вы совершенно верно сказали, к сожалению, да, большинство наших сограждан ждут выборы, но только с точки зрения, что интерес, сколько на этот раз будут платить за голос. Да, вот. Поэтому будем верить в себя, чтобы следующий День независимости Кыргызстана, я надеюсь, мы снова встретимся, и чтобы наш разговор уже был более позитивный, более оптимистичный. Да. Спасибо вам, до свидания. Спасибо.